Это прямой эфир, новости на телеканале Якутия-24. Мы в прямом эфире следим за ходом подсчета голосов по многоуровневым выборам по всей республике. Меня зовут Влад Давыдов. Начинаем. Но перед тем, как перейти к новостям, позвольте перейти на прямой эфир в медиацентр республики. Там о последних данных по ходу голосования в Якутии в прямом эфире из республиканского медиацентра расскажут представители Центра избиркома республики. Итак, вашему вниманию брифинг – это прямой эфир. Доброй ночи. В эфире пресс-центр Центральной избирательной комиссии. Мы готовы огласить предварительные итоги выборов на территории республики. В студии председатель Центральной избирательной комиссии Алексей Михайлович Ефимов. Алексей Михайлович, каковы результаты на этот час? Доброй ночи. Ну, как вы знаете, в 8 часов вечера все избирательные участки по всей территории республики были закрыты, и в настоящее время идет обработка протоколов, и в настоящее время обработано 58% протоколов, и в настоящее время явка составляет 55%. Если взять выборы главы республики, то на этих выборах уверенно лидирует Николаев Айсен Сергеевич. На втором месте идет представитель Коммунистической партии Российской Федерации Губарев Виктор Николаевич. Ну и последующие места занимают представитель Справедливой России Богдан Владимир Николаевич и Парахин Гаврил Павлович из Либерально-демократической партии России. Но если по районам взять, то традиционно первыми успели обработать протоколы северные улусы, и из 35 вообще районов улусов 14 в настоящее время успели обработать протоколы. Так. А что касается выборов депутатов Государственного собрания Илтумен, то пока известны только результаты одномандатных избирательных двух округов – Алекминской и Колымо-Индигирской. В Колымо-Индигирском одномандатном округе победу одержал Местников Василий Александрович. На втором месте следующим идет Спиридонов Петр Петрович. Ну, Местникова 41%, у Спиридонова 33%, 11% у Михайлова Олега Олеговича. И на четвертом месте Васильев Михаил Иннокентьевич, у него 8,9%. Так, а по Алекминской окружной избирательной комиссии победу одержал Николаев Арсентий Прокопьевич. Опередил он в упорной борьбе Ефимова Владимира Николая Александровича и Харбина Николая Николаевича. Так, что еще я могу сказать на этот час? На этот час я могу, наверное, еще сказать про обращение. Вот, как вы знаете, ну, сегодня, наверное, несколько раз звучало о так называемой карте нарушений движения общественного мониторинга «Голос», да? Да, мы несколько раз были обращения, затрагивали эту тему. Всего таких было 15 обращений, и, может быть, ну, то есть из этих 15, 13 обращений оказались необоснованными. Об этом... Ну, то есть не зафиксированы нарушения, получается, да? Ну, нет, как не зафиксировано. В смысле в том, что
необоснованные по результатам проверки. Оказалось, что они необоснованные. Ну, необоснованные, конечно, можно их там на разные градации можно поделить, да, по каким признакам. Ну, проще выразилась об этом Алена Булгакова, федеральный координатор сети наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». То есть вот их сайт «Голос», да, вот опубликовал, разместил на своем сайте про эти якобы 15 нарушений. Да. Ну и Алена Булгакова, она подтвердила на сайте Улус.ру, Улус.медиа, да, что 13 сообщений из 15 оказались фейковыми. Ну, большинство этих сообщений даже абсурдны, ну, некоторые из них вообще абсурдны по содержанию или бессвязные даже по содержанию. Вот, допустим, есть такие сообщения, буквально состоят из одной фразы. На таком-то избирательном участке присутствует посторонний человек и фотография. Работник полиции. Какой он посторонний человек, если он несет дежурство? Даже фамилия установлена этого сотрудника. Вот такие сообщения. Но каждое сообщение все равно обрабатывается, проверяется. Да, проверяется. Это просто отвлекает от работы избирательной комиссии. Или пишут, вот бюллетени в городе Якутске скреплены скрепкой. Ну это что? Разве это нарушение? Это же наоборот для удобства избирателей же сделано. Потому что в отличие от мартовских выборов, когда люди получали по одному бюллетеню, сейчас по 6 бюллетеней получаем. И поэтому работники участковой комиссии для удобства их скрепили между собой. Какое тут нарушение? Ну вот такие смешные даже, абсурдные. И вот они, кто-то считает их это якобы как нарушение, да? И поэтому даже то, что сама эта карта нарушений называется, ну это какой-то вот, смешно, можно сказать, да? Вот весной на мартовских выборах тоже было 3 сообщения вот на этом сайте, ну все тоже оказались необоснованными. Вот. То есть ни одного нарушения не было? Я сказал, да, 13 из 15. А в 2 там, ну, чисто технические такие нарушения. Вот, допустим, на 2 участках вовремя не вычеркнули партию «За справедливость», которая была исключена решением суда. Буквально за несколько дней до единого дня голосования. Но в одном случае председатель участковой комиссии говорит, что у них КАИБы применялись, то есть электронные урны, и они думали, что сами электронные урны не будут засчитывать. Какое тут нарушение, да? Ну, чисто такое недоразумение, можно сказать. И буквально через 15 минут после начала голосования они все это, когда это было выявлено, все это вручную вычеркнули, эти бюллетени, которые остались. Но там всего человек 20 успели проголосовать. Так что это ничего такого существенного нет. А второе, якобы, нарушение, то, что списки избирателей в одном избирательном участке не были скреплены печатью. Ну, после этого, как это прозвучало, быстро это скрепили печатью. Так что вот такая, чисто технически. Таких каких-то нарушений таких нет. Что-нибудь можете сказать по выборам главы города Якутска? Ну, пока я не могу сказать. Следующий у нас пресс-подход будет 10 часов утра. Там уже будет какая-то предварительная информация, да? Да, возможно, я скажу, да. Хорошо. Алексей Михайлович, спасибо вам за информацию. Дорогие зрители, следующая пресс-конференция у нас назначена на 10 утра. И до встречи в эфире.
Это было прямое подключение из медиацентра республики. Там глава Центра избиркома республики Алексей Ефимов рассказал о предварительных итогах голосования по республике.